А почему, если в реальной политике большие игроки позволяют себе такие вещи, почему Украина должна, значит, везде быть, казаться всем хорошим, жертвуя при этом своими людьми? То есть Украина, по-вашему, может вернуть украинских военнопленных моряков и теоретически отказаться от некоторых от признания гарантий, Крыма от признания, российским, да? например. Да, почему она должна признавать Крым российским, если есть резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, несколько А это резолюций? не повлияет на имидж нашей страны перед западными нашими партнерами? Ну, прекрасно. Россия к имиджу Украины понятно, как относится. Да? То есть перед Россией лицо сохранять не нужно. Но российский имидж перед Западом совсем существенно отличается от имиджа Украины. Но при этом они же возвращаются в ПАСЕ. Это большая политика. И Вот здесь тут... нету простых решений, к сожалению. Да? Я считаю, что нужно поступать последовательно. Сейчас Россия очень заинтересована в том, чтобы выполнить решение трибунала, что бы они ни говорили. Все действия, которые они осуществляют, они направлены только на реализацию тех процедур, которые предусмотрены и решением трибунала, и регламентом трибунала. Соответственно, если даже после ответа, жесткого ответа МЗС Украины, да, который Климкин выкладывал, заместитель Лаврова через 2 дня встает и говорит: нет, мы готовы выслушать еще один ответ, но это уже говорит о чем-то многом. Да? Плюс, не стоит забывать, все-таки встречи прошли в Осаке у Путина и с Трампом, и с остальными лидерами G20. Да. И опять-таки по заявлению Кремля Трамп поставил вопрос моряков в приоритет. То есть, возвращаясь к нашей стратегии освобождения моряков, она заключалась в том, чтобы поднять уровень принятия решений по этому вопросу, да, на, скажем так, тот уровень, где это политически разрешается. То есть сформировать необходимые условия для того, чтобы позитивное политическое решение было принято. Вот сейчас мы подошли очень близко к этому моменту. То есть выше Трампа и Путина я не знаю, кто может решить вопрос моряков в этом мире. Поэтому я надеюсь, что все-таки как-то это будет позитивным образом разрешено. Другой вопрос, как это будет все обставлено, какие будут договоренности, какие будут условия, но это работа дипломатов.